Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас на очередном классном часе. С вами я, учитель школы-лицея Жетыген Самиева Умедай Сагджановна. Тему нашего классного часа мы обсудим с вами позже, пока это тайна для всех нас. А урок я хочу начинать цитатой. «Быть человеком или жить с достоинством. Жить – это не то, что прожил, а то, что сделал». Представьте, что у вас берут интервью, и вы должны рассказать немного о себе. Рассказывая о себе, вы можете придерживаться вот этого плана. Кто я? Меня зовут. Я ценю в себе. Я хочу изменить в себе. Я умею делать лучше всего. С давних пор люди задумывались над вопросом, что значит быть человеком. Не случайно через поколение в поколение передается народная мудрость через пословицы. Назваться человеком легко, быть им трудно. Человек – это то, что он сам из себя делает. Как вы понимаете эти пословицы? Великие люди во все времена тоже давали определение, что значит быть человеком и кто таков человек вообще. Послушайте слова великого французского писателя Виктора Гюго. У каждого человека 3 характера. Тот, который ему приписывается, тот, который он себе приписывает, и, наконец, тот, который есть в действительности. Ребята, как вы понимаете слова писателя? Согласны ли вы с этим определением? Сколько характеров у вас? По легенде, много тысяч лет назад 7 мудрецов Древней Греции встретились в храме Аполлона в Дельфах и сделали на стене храма надпись «Познай самого себя». Что означают эти слова? Как вы их понимаете? Познание самого себя – это изучение своей души, интересов, умений. Подумайте и скажите, как бы вы сформулировали тему нашего классного часа. Действительно, тема классного часа – «Познай самого себя». Какие цели мы должны перед собой поставить? Цель нашего урока. Попробуем понять, как познавать себя. Научимся наблюдать и прислушиваться к мнению других. Научимся сравнивать и анализировать результаты наблюдения. Положите свои руки на грудь. Что вы чувствуете? Я думаю, вы почувствовали тепло и спокойствие. Каждый из вас не только неповторим, но и до конца непознаваем, потому что сложнее человека природа ничего не создала. И одно из увлекательных занятий – узнавать что-то новое о самом себе. Древние говорили, что там живет душа, наши чувства, эмоции, предпочтения, интересы. Именно их изучению мы и посвятим сегодняшний урок, опираясь на упражнения психологии, науки о душе. Я не хочу хвалиться, но я предлагаю продолжить наше общение с помощью упражнения «Не хочу хвалиться, но я». Оно поможет нам лучше узнать себя. Подумайте, что вы умеете делать лучше всего. Замечательно петь или, может, отлично убрать в квартире, красиво рисовать или быть лучше в мире слушателем. Затем продолжите предложение, подставив в него информацию о том, в чем вы мастер. Что нового узнали о себе? Были ли удивлены? Каждый человек имеет сильные стороны. Нет обычных людей, есть те, кто еще не проявил себя. Что необходимо, чтобы выполнить это упражнение?
знать личностные качества и реально их оценивать. Как бы вы сформулировали цель этого упражнения? Задуматься над своими личностными качествами и лучше узнать себя. И, наконец-то, познать самого себя. Слова «познай самого себя» принадлежит величайшему философу древности Сократу, который жил много веков назад. Уже тогда человек задумывался, кто он, какой у него характер, что он любит, чего не любит, каковы его цели в жизни, как к нему относятся другие люди. И этот процесс называется самопознанием. Каждый человек мечтает о счастливом будущем и видит себя в нем хорошим человеком. И никто не желает стать преступником, вором. Каждый хочет, чтобы о нем окружающие говорили только хорошее. Для этого надо знать особенности своего характера, слабые и сильные его стороны, и стремиться преодолеть плохие черты. Первое, что нам сегодня предстоит выяснить, это ответ на вопрос, нужно ли человеку познавать себя, и если да, то для чего ему это нужно? Как вы считаете, в наше время человек должен стремиться познать себя? Что лучше, переоценить или дооценить себя? Как вы думаете, знаете ли вы себя? Что значит познать себя? Познать себя значит понять, какими достоинствами и недостатками ты обладаешь, на что ты способен. Познать себя необходимо, ведь если человек будет знать свои сильные и слабые стороны, он сможет развить свои таланты, исправить свои недостатки. Ему будет легче общаться с окружающими людьми, потому что, определив свою индивидуальность, он сможет увидеть индивидуальность другого человека. Он будет чувствовать себя успешным и счастливым. В романе Чингиза Айтматова «Плаха» говорится: «Человек сам судья и сам творец каждого дня нашего». Как вы понимаете эти слова? Попробуем проанализировать хотя бы вчерашний день с точки зрения той ответственности, которую содержит это выражение. Что вас радует в том, как вы провели вчерашний день? Какие критерии вы берете за основу, когда одобряете или осуждаете себя? Следовательно, то, что направлено на благо других, достойно одобрения. Как вы считаете, что значит понятие «достойно»? В этой маленькой корзинке много качеств разных есть. Всех их нам не перечесть. Выбирая не спеши, бери, что важно для души. Видите, все эти качества и являются нравственными ценностями человека. Жить, ориентируясь на эти ценности, это и значит жить с достоинством. Достоинство – категория этики, которая означает особое моральное отношение человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества, в котором признается ценность личности. Мы живем в определенном мире. Нас окружает множество разных людей, разных по характеру, по своим жизненным принципам, по своим представлениям о смысле жизни, о чести, долге, достоинстве. Старайся быть самим собой, других при этом уважая, живи в согласии с душой, зла не тая и всех прощая. Психология разработала большое количество тестов, несложных, но эффективных способов, с помощью которых вы сможете найти ответы практически на все интересующие вас вопросы. Причем с помощью тестов вы сможете узнать много интересного не только о самом себе, но
но и о людях, которые вас окружают. Итак, я предлагаю сейчас вам всем пройти небольшой психогеометрический тест. Посмотрите на эти фигуры: квадрат, треугольник, круг и зигзаг. Выберите из них ту, в отношении которой вы сможете сказать «это я». Постарайтесь почувствовать свою форму. Если вы испытываете сильное затруднение, выберите из фигур ту, которая первой привлекла вас. А теперь я хотела бы вам дать ключ к данному тесту. Квадрат. Привет, отличники и хорошисты! Вы человек организованный и трудолюбивый. Дома на вашем письменном столе всегда порядок. Карандаши в пенале остро отточены, ручки всех цветов радуги. Но иногда и вы даете промашку. Слишком увлекшись мелочами, совершаете большие ошибки. Вы упрямо идете к своей цели. Деньги у вас попросить взаймы тяжело. Не дадите. Учиться вы любите. Из таких людей, как вы, получаются хорошие бизнесмены и учителя. Треугольник. Вы заводила. Во снах такие девчонки, как вы, видят себя великой актрисой, а мальчики – Наполеоном. Вам нравится быть в центре внимания. Вы любите соревноваться и побеждать. Но принцип главный – не финиш, а участие не для вас. Вам важна победа. Круг. Вы легко сходите с людьми. Приблизительно так же, как колобок. Отправившись путешествовать из домика бабушки и дедушки, он с лета определил, что ни заяц, ни волк ему не помеха. Ну а с лисой ошибочка вышла. А кто в наше время не ошибается? Вы с удовольствием встречаетесь с новыми людьми. Любимое занятие на уроке – изучать реакцию учителя на тот или иной раздражитель. Вы умеете сделать так, чтобы людям вокруг вас было хорошо. Ваша стихия – литература и история. Зигзаг необычен, выделяется из общего ряда, агрессивен, поэтому его же могут выбрать отъявленные хулиганы. Вы редко, когда на уроках отвечаете заученными фразами. Ответ сам рождается в вашей голове, поэтому вы любите литературу, где можно порассуждать и поспорить. Вы интересный собеседник. А теперь давайте порисуем. В центре листа нарисовано солнышко. Напишите в нем красивую букву «Я». Знаете, это вы. Неповторимые, оригинальные, единственные на Земле. Раскрасьте «Я» так, как вам хочется. Вы – центр Вселенной. Вокруг вас находятся планеты. Любимое занятие, любимый звук, любимая игра. Сейчас вы, используя цветные карандаши и ручки, заполните кружки планеты, отвечая на мои вопросы. Мое любимое занятие, мой любимый цвет, мое любимое животное, мой любимый звук, мой любимый запах, моя любимая игра, моя любимая одежда, мое любимое время года, место, где я больше всего люблю бывать. Мои любимые герои, лучше всего я умею. У каждого из нас множество возможностей, эмоций, интересов, которые делают нас неповторимыми, не похожими на других. Это внутренний мир, спрятанный от глаз посторонних, но такой огромный и уникальный. Есть и много общего, объединяющего. Все мы взаимосвязаны и нужны друг другу. А сейчас послушайте притчу «Будь собой уникальным и неповторимым». Фонарь жил в большом городе на центральной улице, недалеко от аптеки. Когда садилось солнце,
Фонарь включал свой желтый свет. Светить по ночам было его работой. Он любил свою работу и даже называл себя маленьким солнцем. А в это самое время недалеко плыла Байда. Ее работой было идти по воде, стараясь обходить камни. Байда тоже любила свою работу и считала, что приносит пользу. Каждый из них делал свое маленькое, но очень важное дело. Великое счастье быть кому-то нужным – родителям, детям, друзьям и незнакомцам. Когда ты нужен, ты знаешь, зачем живешь, и настроение твое улучшается. А теперь постараемся нарисовать наш внутренний мир. Возьмите альбомные листы. Нарисуйте себя в центре. Представьте, что на улице идет дождь. Нарисуйте вокруг себя капельки дождя. На лице у вас улыбка, а в душе светит солнышко, внутреннее солнышко. У каждого свой внутренний мир. Изобразите его. Мир, мир, мир везде, мир в тебе и мир во мне. Мир, мир, мир везде, мир всегда в моей душе. Мы живем с вами в большом, удивительном и очень интересном мире. Нас окружает природа, предметы, много людей. Каждый день мы узнаем что-то новое, чему-то учимся. Есть в мире то, что нас радует, и есть то, что нас огорчает. То, что окружает нас, это мир внешний. Но есть еще и другой мир, который существует внутри нас. Его называют внутренний мир человека, душа. Внешний мир у нас общий, а внутренний, он у каждого человека свой, неповторимый. Этот мир не видим нашим глазам. Когда так говорят, душа болит, когда сильно волноваться, переживать, тревожиться. Были ли у вас такие моменты, когда душа радовалась о хорошем настроении, гордости за что-либо? Продолжите фразу. У меня радовалась душа, когда мы увидели, что душа обладает более возвышенными, прекрасными качествами, чем тело. А способность расти и питаться присуща как душе, как и телу. Но вы знаете, что тело может расти только до определенного возраста. Взрослые люди не растут, а душа может расти бесконечно. И у ребенка, и у взрослого, и даже у старого человека может расти душа. Тело ваше растет независимо от вашего желания, а душа в основном, когда человек хочет и старается питать свою душу. Ребята, а чем питается? Благодаря чему растет наша душа? Обогащается наш внутренний мир. Душа растет, когда мы радуемся, когда мы умеем видеть красоту природы, прекрасные картины, слушать хорошую музыку, стихи, сказки, когда прощаем друг друга, бываем добрыми. Предлагаю вашему вниманию рассказ «Волшебные очки». Внимательно послушайте и ответьте на вопрос. Что значит посмотреть на мир глазами любви? Мальчик нашел на дороге необычные очки. Одно стеклышко показалось ему светлым, а другое темным. Недолго думая, он надел их, закрыл один глаз и посмотрел на мир через темное стекло. Вокруг него по серым улицам куда-то спешили угрюмые и недовольные прохожие. Мальчик закрыл другой глаз, и словно выглянуло солнце, лица людей стали радостными, а их взгляды приветливыми. Он попробовал еще раз, а результат был тот же. Мальчик принес домой свою находку, рассказал маме
о чуде преображения и показал ей волшебные очки. Мама ничего странного в них не нашла и сказала: «Это обычные очки, вечно ты что-нибудь выдумаешь». Мальчик еще раз проверил. Действительно, очки как очки, без всяких чудесных превращений. Что же с ними происходило? Я точно видел, как люди менялись. Это не с ними происходило, а с тобой. Если твоя душа добрая, и ты других будешь видеть добрыми. Что значит посмотреть на мир глазами любви? Нашу планету согревает звезда по имени Солнце. Наш внутренний мир можно представить как прекрасный сад, в котором тоже есть место Солнцу. Если в наших душах больше светлого и теплого, то и мир нам кажется уютным и теплым местом. Чтобы внутренний сад был действительно прекрасным, нужно приложить усилия и как следует поработать. Как вы думаете, семена чего мы сажаем в своем внутреннем саду? Да, это семена наших мыслей, наших желаний, наших эмоций, чувств. Давайте попробуем на основе вашего опыта распределить чувства и эмоции на две колонки. В левую колонку те, которые мешают человеку жить, делая его несчастным, а в правую те, которые помогают жить в согласии с собой и с другими людьми. В нашем внутреннем саду расцвели цветы. Это ваши положительные эмоции и чувства. Семена этих цветов нужно сажать специально. Если ничего не посадил в своем саду, какой урожай соберешь? Богатый урожай из внутреннего сада – это основа счастья человека. Про какого человека говорят? У него богатый внутренний мир. Самая главная цель – это быть счастливым. Старается удерживать это состояние. Получать удовольствие от природы, от общения с людьми, от того, что проснулся с утра. Цель – получать только положительные эмоции. Эмоции влияют на наше поведение, на наши поступки. Послушный сын, послушная дочь – эти слова были высшей оценкой для детей. Рассмотрите рисунки, кем из этих детей могли гордиться родители. Распределите эти поступки на две группы – хорошие и плохие. Какой совет дадите тем детям, которые плохо себя ведут? Важно учиться контролировать и управлять своими эмоциями. В любом саду, помимо культурных растений, растут сорняки, которые нужно убирать, полоть. В нашем внутреннем саду есть полезные растения. Это положительные качества вашего характера, которые нужно развивать, а есть сорняки, отрицательные качества, от которых нужно избавляться. В нашем внутреннем саду много тропинок. По какой идти? Вашему вниманию предлагается притча, которая поможет найти ответ на этот вопрос. Было это очень давно. Создал Бог землю и населил ее животными. И решил Бог, пусть каждый из зверей обладает каким-то одним качеством. Сова получила мудрость, обезьяна – глупость, лиса – хитрость, слон – доброту, осел – упрямство, собака – преданность. Прошло время. Собака за преданность стала лучшим другом человека. Слон стал любимцем всех детей, а сова давала всем мудрые советы. Но другая жизнь была у осла. Он за упрямство часто получал тумаки от хозяина. Глупая обезьяна так и не стала человеком. А лису стали высмеивать за ее хитрость. И вот пришел человек к Богу. И сказал человек: «Раз ты создал меня по образу и подобию своему,
Надели и меня качествами разными и нужными. На что Бог ответил: у тебя, сын мой, есть право выбора. Решай сам, каким ты станешь. Найти свой путь в жизни значит понять себя, определить, каким должно быть окружающее тебе пространство, каких людей ты хочешь видеть рядом с собой, чем хочешь заниматься и чего достичь. Все в ваших руках. Человек, как и внешний окружающий нас мир, меняется. Его внутренний мир постепенно становится другим. Важно развиваться духовно, воспитывать свою душу. Я уверена, что только благодаря ежедневной упорной работе над собой преображать свой внутренний сад можно познать самого себя и стать настоящим человеком, добрым, смелыми, отзывчивыми, вежливыми и веселыми. Давайте посмотрим на наш внутренний сад. Красивый он? Какие цвета вы видите в нем? Что находится в нем? В нем находятся наши мысли, чувства, эмоции, поступки, мечты, характер, желание учиться, развиваться и духовно расти. Я предлагаю внутренний сад пополнить новыми цветами. Прочитайте волшебные слова. Выберите одно высказывание, которое, на ваш взгляд, станет девизом для того, чтобы обогатить внутренний мир. Человек познает себя в борьбе с препятствиями. Себя судить куда труднее, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр. Истина человека – то, что делает его человеком. Чтобы понимать других людей, жить с ними в мире и согласии, нужно изучать и познавать себя, свой уникальный внутренний и внешний мир. Пусть ваша жизненная дорога пройдет под девизом правдивости и честности. Наш классный час подошел к концу. Я всем очень благодарна за активное участие. Да, познать себя необходимо, ведь если человек будет знать свои сильные и слабые стороны, он может развить свои таланты, исправить свои недостатки. Ему будет легче общаться с окружающими людьми, потому что, определив свою индивидуальность, он сможет увидеть индивидуальность другого человека. Он будет чувствовать себя успешным и счастливым. Оставайтесь всегда такими успешными и счастливыми. До свидания, ребята. До новых встреч.